Полвека хожу я по этой земле. Хожу и зимой, и летом. Хожу тогда, когда только еще начинают распускаться первые листья, и в пору, когда облетают деревья. Нет, с ружьем редко, чаще без него, но всегда с блокнотом. Это писатель, краевед, старейший сотрудник районной газеты «Алнаш колхозник» Семен Тарасович Шихарев. После таких путешествий хочется быстрее попасть домой, все запомнить, все записать. После таких путешествий легко работается. Но на этот раз, сев за стол, я долго не мог начать. Написав за свою жизнь сотни газетных материалов, немало очерков и рассказов, несколько книг, я только теперь понял, что о самом знакомом, об очень близком рассказывать мучительно трудно. Казалось бы, везде бывал и все знаешь, но именно это мешает сосредоточиться на чем-то одном. Сначала вспоминаются лишь разрозненные впечатления. Я ровесник октября. Все, что происходило в родном селе Алнаши, прошло на моих глазах. Мы радовались первым репродукторам. Первые трактора приводили нас в восторг и изумление. Да что трактор? Перебирая как-то старые газеты, я нашел любопытную заметку. Незадолго до войны мой земляк с гордостью писал: 20 лет назад у нас в селе было 9 самоваров. Сейчас в каждом доме имеется самовар, и даже не один. Колхозники приобретают железные кровати. С тех пор не прошло и 30 лет, а кое-кому чувства моего земляка могут показаться наивными, но я его понимаю. В Алнашах 2 школы, общеобразовательная и музыкальная. В районе еще 3 десятилетки, совхозтехникум, где учатся будущие зоотехники, механизаторы, ветеринары. В деревнях клубы, библиотеки. Есть в районе и курорт Варзия-Чи, известный всей стране. Когда встречаюсь с этим старым человеком, я как бы встречаюсь с живой историей моего края. Более 30 лет работала Лина Григорьевна Векшина в Алнашской больнице. Сейчас она на пенсии. Нередко она наведывается в больницу, чтобы поинтересоваться делами молодых врачей. Медицинский персонал здесь целиком наш, алнашский. Лина Григорьевна известна не только как заслуженный врач. В историю удмуртской литературы она вошла как поэтесса Ашальчиоки. Она проложила дорогу в литературу другим алнашским писателям, поэтам. Всей читающей стране известно имя Геннадия Красильникова, депутат Верховного Совета Российской Федерации,
он всегда среди своих односельчан. Это герои его рассказов, повестей, романов, тех, что уже изданы, и тех, которые еще рождаются. Иногда, отвечая на вопросы читателей, где я родился, слышу почтительно изумленное: «И вы, Алнашский?» В самом деле, из Алнашей вышло более 20 профессиональных литераторов. 5 человек являются членами Союза писателей. Лишь за последние 10 лет алнашские прозаики и поэты выпустили более 40 книг. В библиотеке даже оформлен специальный стенд произведений алнашских писателей. Алнашская земля — щедрый родник, который питает удмуртское искусство и литературу. Каждый год ряды национальной интеллигенции пополняются алнашцами. Мои сверстники помнят первые шаги удмуртского театра. В его создании приняли участие и наши земляки. Когда я бываю в Ижевске, с интересом смотрю спектакль «Чуан». В нем заняты алнашские артисты, недавние выпускники театрального института Геннадий Соловьев, Валентина Загуляева, Клавдия Полякова, автор пьесы Василий Садовников и художник, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Векшин тоже мои земляки. В этом году окончил Суриковское училище художник Семен Виноградов. У себя дома для односельчан он организовал картинную галерею. Для моих земляков это характерно. Как бы ни были заняты, они никогда не забывают о земле, вскормившей их, и заботятся о том, чтобы она воспитала новые таланты. Мне думается, что земля наша не оскудевает талантами. Часто я бываю свидетелем встреч начинающих литераторов и музыкантов. 30 лет уже работает литературное объединение при средней школе. Почти все алнашские писатели и поэты читали свои первые вещи на его занятиях. Ребята издают рукописный журнал. Их работу охотно помещают республиканские газеты. Руководит объединением учительница Антонина Павловна Тротканова. Буде, тушик бачила особи, бо шкарясин соширте, чук нашу деоту нертел, нунал баршор че нунал, пінал кишку буде ялан, а чим нунал, нунал ажилан.
И будущим музыкантам, которые пока учатся в школе, тоже есть кое-что показать. В таких случаях и взрослые, и дети чувствуют себя одинаково. У них одно дело, одна страсть. В других селах и городах нас спрашивают, чем объяснить, что из Алнашей, в недавнем прошлом неграмотного села, вышло и выходит столько деятелей литературы и искусства. Объяснить и легко, и трудно. Алнашцы очень любят свою землю, свой народ, гордятся ими. У них есть свои традиции, вот одна из них. Каждый год мы проводим вечер, где алнашские писатели, артисты, художники встречаются со своими земляками. Нелегко приходится деятелям литературы и искусства. Суд земляков — суд пристрастный. Поэт Герман Ходырев не только читает свои стихи, но и выступает как музыкант. С заслуженным работником культуры Российской Федерации Петром Николаевым сейчас они исполняют песню об Алнашах нашего композитора Петра Кубышева. С радостью принимает алнашцы у себя дома и народную артистку Удмуртской республики Вассу Кирилловну Виноградову. Как odpoczywaś? To mi się wołaj, Pójdziemy do Botadinta. A najdziemy tam. Cierson mu to snajne. I znawa. A i buźcie wasiaśmy od konia cierson sioty, cierson my z budztinkie zwaśmy od rozkanty, co to zne? A dać im tań kurdziasa iść, to no kojmy, iść do dzier. Полвека хожу я по этой земле. Хожу и зимой, и летом. Хожу тогда, когда только еще начинают распускаться первые листочки, и в пору, когда облетают.
полвека хожу я по своей родной земле и не перестаю удивляться ее красоте, красоте ее людей. Ветераны Великой Отечественной. Их стало еще меньше. И только бы забвением не поросли эти святые имена. Сегодня мы поведаем вам о судьбах двух женщин Завьяловского района, Валентине Ивановне Ярыгиной и Евгении Игнатьевне Осинцевой. Наравне с мужчинами несли они груз солдатских страданий, лишений, утрат и были свидетелями великой победы, подтвердившей их веру в родную державу. Столько уж лет прошло, а Валентина Ивановна иногда думает, почему именно ей, молодой учительнице, выпала доля быть призванной на фронт. Вспоминает, как их девчонок построили в ряд, и началась перекличка. Такую фамилию называют, все говорят, здесь. Второй говорит, здесь. Нет, неправильно вы говорите, девочки. Надо говорить я. После этого нас уже воспитали. Называют, говорим я. Так, дошла моя очередь. Мою фамилию называют, но я еще была под своей фамилией. Фамилия моя Коновалова. И вот под своей фамилией назвали, я говорю, я. Проходите, проходите. И вот так нас всех посадили в вагон и в Москву. Из Москвы в Ногинск на курсы радиотелеграфисток, экзамены на классность и в часть. Прожекторная часть. Там один шофер был, машина. И вот здесь, допустим, командный пункт, а дальше все везде точки. Вот по этим точкам, там каждая, где прожектор, там точка, там машина есть, гараж, и шофер есть, и вот, значит, водитель есть, все полностью. И потом слухач есть, специально тоже машина, она в земле вкопана, устраивали. Слухач ходит и слушает, где чего шум мотора, что он уже знает, в каком направлении появляется самолет. Осветить взлетную полосу. Есть осветить.
моя задача точно принять и точно передать. Группа захвата уже там, у берега. Группа обеспечения выдвигаются. Поняли? Амур! Амур! Следите за сигналом! Амур! Кажется, отключаешься полностью от всего, от всей жизни, только бы себя принять правильно. Правильно радиограмму принять. И безошибочно передать. Но когда послушаешь эфир, едва ли опять приняла правильно. И опять запрос делаю. А шли только цифры? Да, только цифры. Голова Поэтому- кругом от цифр. Да. И кажется, из жизни уже, когда выходишь, из жизни выходишь, думаю, ой, все. Я сейчас не живу, а только слушаю и больше ничего. А после дежурства опять работа. На отдых времени практически не оставалось. Никто для нас какие-то помещения и укрепления никто не готовил. И все делали своими руками. Все делали своими руками. Девушка, если свободная от дежурства на рации, радистка, она идет землянку копает. Надо землянку и жить, надо землянку работать. И работать еще. Все место приготовить. И опять свои же руки. А техники большой никто нам не давал. Война есть война. Были и потери, и ранения, и слезы отчаяния. Было дело, было. Прощались уж друг с другом. Вот у меня подружка, которой мы вместе всю войну прожили, она москвичка, Валя Рокина. Прощались, ну, Валя, если, говорит, ты останешься, так адрес у тебя есть, ты напиши письмо. Она также меня просила, ты тоже мне напиши, моей маме напиши письмо. Просили друг друга. Были такие случаи, что даже едешь, когда передвигаешься с места на место, тут летит, свистит, гремит, и где застанет, неизвестно. И очень трудно, конечно, когда останавливаешься среди поля, и надо тебе где-то скрываться. А где скрываться? Вот начинается опять трудовой день, и дают все задания. Будем окапываться. Будем окапываться. Ну что, надо делать. Вот так и жили. Пока мы в Ригу не вошли, тяжело было жить. Потому что над нами не было крыши. А когда мы в Ригу вошли, вот тогда надежная крыша была. Вот тогда мы жили лучше. Знаем, что и спали как по-человечески, не в землянках, не в сараях, а просто спали уже на хоть матрас, да, какую-то там подушечку дадут. А когда в землянках-то живем, так нам никто ничего не приготавливал. Вот. Сами копали, и сами, это рабочая наша землянка, а это рабочая. А это сами наломаем веток, шинель есть, спишь, отдыхаешь. Плакали-то часто? Ой, что вы, конечно. Вспоминали свою жизнь. Вспоминала школу, откуда я ушла. Вот. Но маме трудности не писала, чтобы она не расстраивалась. Каждую неделю менялись позывные. Позывные менялись часто. Волна одна и та же, на одной волне, а позывных полно. Своего дорогого-то мужа вы не по позывным узнали случайно? Нет. Я своего дорогого мужа после армии, после демобилизации узнала. И узнала только, когда пришла в Камешницкую среднюю школу работать. Он по ранению демобилизовался в 1944 году. А я в 1945 году демобилизовалась. И вот
это в 1945 году, когда я пришла в школу, он работал в военкомате, а потом, когда ввели военное дело, надо офицеров, всех послали по школам. И вот он в этой школе и работал, где я. И мы встретились, и тут друг друга узнали. И вскоре вот поженились. Он ведь очень израненный, очень изранен. И контузия, у него контузия глаза получилась. Да. Хотели делать операцию, он не разрешил. Хватит. И спина у него, и плечо, и поясница. Вот так. Она ему сочувствовала и поддерживала, как могла. А он долго не хотел признавать, что она тоже воевала. Это потом у них начались воспоминания о путях-дорогах фронтовых. А сразу после войны их, молодых девчонок, вернувшихся с фронта, Презирали. И муж то же самое. 20 лет меня никто не знал, что я участница войны. 20 лет. И вот после 20 лет стали сделать стенд, и через военкомат только узнали. Мне преподнесли подарок. И тогда только учителя и узнали, что я участница войны. 3,5 года несла эту службу. а не обидно было, что столько лет вот все держали в секретах? А не знаю, обидно, не обидно, но то, что обидно, что надо было учиться, а я на фронте была, несла эту службу. И еще сколько я, хотя и работала и заочно, так эти часы, если дают, так все с упреком. У вас ведь нет высшего образования. Я говорю, да у меня другое есть высшее образование. Фронт дал такое образование, после которого отметина осталась на всю жизнь. Потом маленькие дети не дали закончить заочного отделения института, зато все 3 сына получили высшее образование. Старший Геннадий закончил медицинский институт, младший Владимир и Сергей – механический. Фамилию Ярыгиных с уважением произносят уже не только в Ижевске. Пистолет-пугач, более усовершенствованный, назван именем его конструктора Владимира Ярыгина. Но в семью пришло горе. Один за другим уходят из жизни отец и старший сын. Он до конца и лечил папу. И вот когда он болел, говорил: мам, папа умер, у него был рак, а у меня паралич. Я его старалась успокаивать, но он, конечно, своих дел сам больше знал. Но мне ничего не говорил, абсолютно. Коварна иногда наша жизнь. Утешение одно – внуки. Их у Валентины Ивановны 5. Очень толковые внуки. Я рада за них. Это награды мужа. Смотрит на них Валентина Ивановна, и вся жизнь словно перед глазами проходит. Нелегкая, а до своих еще руки не дошли. Пусть уж внуки подушечку сошьют для ее наград, им они останутся в наследство, как память о родителях, переживших войну. Училась, отсюда была призвана